В эфире итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях сегодняшнего дня вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Иван Лазаренко. И вот о чем пойдет речь в этом выпуске. Глава Якутии Айсен Николаев с рабочим визитом побывал в Горном Улусе, где усложнилась лесопожарная обстановка. Профилактическая акция «Внимание, мошенники» проходит в Нерюнгринском районе республики. В Якутске состоялось итоговое заседание оргкомитета 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Владельцы личного подсобного хозяйства из Ленска в домашних условиях варят сыр и производят молочную и мясную продукцию. Праздник врачей, которые следят за женским здоровьем, отмечают сегодня в России. Глава Якутии Айсен Николаев вернулся из рабочей поездки в село Магарас Горного Улуса, где сегодня утром из-за ветреной погоды ухудшилась лесопожарная обстановка. Глава республики лично ознакомился, как идет борьба с огнем и какие условия созданы для народных дружин и для добровольцев, а также провел совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям с главами сел района. Все подробности в материале нашего корреспондента Юрия Осипова. Местность близ села Магарас и Горного района. Здесь все заволокло густым дымом. На расстоянии нескольких метров уже практически ничего не видно. Александр доброволец. Он находится здесь уже несколько дней. Лесные пожары в Горном Улусе повредили линии электропередачи и оптоволоконные линии связи. Увидев в соцсетях призыв помочь в тушении пожаров, приехал, не раздумывая. А мы тут уже 5 дней. С сегодняшнего дня уже пошла хорошая техника. Сегодняшнего дня. А так 5 дней каждый день тушили. Сегодня до 6 утра дежурили вот эту линию ЛЭП, чтобы не возгорелось вот эти столбы. Очень много сил потрачено. А приехали мы сюда просто по инстаграму, по призыву как добровольцы. Ага, лично ты как принял решение приехать сюда? За идею, не за еду. Просто принял решение, приехал. Как не приехать-то? Есть свободное время, вот приехал. По официальным данным, на территории Горного района действует 25 пожаров. На тушении 14 из них работает 479 человек. Лесопожарная обстановка также усложнилась в селах Мытах, Кептинь, Сологон, Ортосурт, Бескёль, Кюрелях, Асыма. Они находятся в зоне особого внимания республиканской КЧС. С ситуацией лично ознакомился глава региона Айсен Николаев. Сейчас здесь задействована одна из самых больших наших группировок, включающая и местное население мобилизованное, и республиканские и федеральные лесопожарные формирования, спасатели МЧС. Условия крайне сложные здесь для работы. И из 10 единиц тяжелой техники, тракторов класса ДТ-75, у нас за эти дни 7 вышло из строя. Сейчас проводится ремонт. Конечно же, ситуация очень непростая. Но вот еще раз хочу сказать, что все вместе, объединившись, и федеральные, и республиканские формирования, местное население, добровольцы, мы должны в обязательном порядке добиться того, чтобы в ближайшие дни ситуация здесь стабилизировалась. Как сообщил глава Якутии, по отдельным наследям Горного района принято решение о переброске дополнительных наземных сил, в том числе и техники. Кроме этого, планируется, что в Магарасе будет направлен вертолет с водосливным устройством для недопущения приближения огня к населенным пунктам. Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Горный Улус. Тем временем авиация Минобороны России продолжает оказывать помощь в тушении лесных пожаров в Якутии. За сутки экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации выполнили сброс более 330 тонн воды на очаги крупных природных пожаров. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-8 обеспечили перевозку 20 специалистов противопожарной службы и 600 килограммов грузов. Всего за время выполнения задачи по тушению пожаров на территории Якутии авиацией Минобороны выполнено 124 сброса воды весом около 760 тонн, а также перевезено 200 специалистов противопожарной службы и свыше 25,5 тонн грузов. Везде, в принципе, горит по-разному. Здесь очень большой очаг пожара, возгорания. Работу усложняет видимость, горизонтальная видимость. Сегодня направляемся на северо-восток по тушению также пожаров с помощью водосливного устройства и высадки, переброски пожарных расчетов. Мы обязательно справимся. У нас все получится. Сегодня вернулись с тушения пожара. После указанных координат и его обнаружения
произвели маневр со снижением до высоты 100 метров лиственниц. После этого произвели последовательный слив огнегасящей жидкости в объеме 42 тонны, что привело к его локализации и прекращению его развития в сторону населенного пункта. Всего в Якутии 76 пожаров, за сутки ликвидированы 60 возгораний. Об этом сообщил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников. На тушении работают более 2000 человек и около 300 технических средств. Из Федерального резерва привлечено почти 700 человек. Сегодня борта МЧС перебросили личный состав на тушение пожара в Кангаласском районе на территории Ленских столбов. Б-200 работал в Сунтарском улусе, где выполнено 6 сбросов воды. Накануне усилился лесной пожар, возникший возле села Сюльдюкяр Мирнинского района. Для оперативной борьбы с огнем в село переброшены все специализированные подразделения лесоохраны. Теперь к эпидобстановке. 105 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки. Из них 56 в Якутске, в Алданском районе 7 случаев, в Мирнинском и Нерюнгринском по 5, в Вилюйском, Жиганском и Чурапчинском по 4, в Горном, Нюрбинском и Хангаласском районах по 3 заражения. Еще в 7 районах от 1 до 2 заболевших. За сутки лаборатории исследовали 2800 проб на COVID-19. Что касается вакцинации, то на сегодня в регион поступило всего 271 тысяча доз препарата. Получили первую вакцину 245,5 тысяч человек, вторую – 188,5 тысяч. Использовано 90% от поступившего препарата. В Нерюнгринском же районе отмечается рост заболеваемости с острыми респираторными симптомами. Ежедневно с ними обращаются около 30 человек, как в амбулаторно-поликлинические учреждения, так и в стационар. В стационарных учреждениях для этого создан приемный покой, куда обращаются больные с этими симптомами. У них производится забор мазков, по показаниям проводится спиральная компьютерная томография. В течение месяца в районе отмечается рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Сегодня в стационарных условиях получают лечение 54 человека. Среди них есть дети и беременные. Амбулаторно получают лечение 112 человек, взрослые и 7 детей. Все лекарственные препараты у нас имеются. Также амбулаторно выдаются лекарственные препараты. В стационарных условиях также все лекарственные препараты у нас в наличии есть. По поводу вакцинации, всего за весь период поступило 17 950 доз вакцин. И уже получается 17 700 доз вакцин проставлено. Если брать подлежащее население, которое должно получить вакцину, уже 50% населения Нерюнгринского района вакцинацию получили. И к другим темам. 4 миллиона за чужую квартиру. Житель города Мирный 6 лет выплачивает ипотеку за жилье, от прав на которое он отказался еще в период строительства дома. По словам мужчины, у директора компании-застройщика, у которого приобреталась квартира, это злостный мошенник, намеренно объявивший себя банкротом. В ситуации разбиралась Саргалана Неустроева. 6 лет назад Сергей Черкашин и его семья вступили в долевое участие в строительстве дома. Квартиру ждали с нетерпением, однако счастье, как говорится, длилось недолго. Сроки сдачи объекта прилично отставали от заявленных, а вся эта история все больше вызывала сомнения. Поскольку строительство велось с отклонениями от стандартов и норм строительства, от стандартов и норм всех технических решений и документаций, и плюс к тому задержка по строительству составляла там проекта примерно около 3 лет, я вынужден был обратиться в суд, и суд постановил разорвать мой договор и вернуть строймонтажу 2002 деньги. Однако деньги мужчине никто не вернул до сих пор. И вот уже 6-й год Сергей вынужден выплачивать ипотеку. По словам Сергея, во многом виновата служба судебных приставов. Пока бюрократические тяжбы тянули время, объект успели сдать, а строймонтаж 2002 признали банкротом. Все эти годы судебные приставы делали вид, что они правовой деятельность. На самом деле они позволили строймонтажу вывести все свои активы с фирмы «Строймонтаж-2002», перевести не только деньги, но и право собственности. На самом деле оказалось сейчас в ходе судебных разбирательств, что даже те квартиры, которые были под обременением у банка, эти квартиры были переданы третьим лицам. То есть явные факты мошенничества. А между тем директор компании «Строймонтаж-2002» Роман Приходько печально известен не только по Мирнинскому району. Здесь, в Якутске, тоже нашлись те, кто стал жертвой его махинаций. Дом по улице Кальвица должны были ввести еще летом 2018 года, но строительство затянулось.
По данному объекту у нас 199 пострадавших дольщиков. На сегодняшний день, значит, формируется реестр участников строительства. По 14 квартирам дольщики еще не подали заявление в адрес конкурсного управляющего. И, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к тем гражданам, которые заключали договор долевого участия вот по этому объекту, обратиться обязательно в срочном порядке в Республиканский фонд. Мы разъясним, куда и что, как обращаться. Тем временем под определение обманутый дольщик Сергей Черкашин не подходит, поскольку расторг договор долевого строительства. Однако его требования включены в реестр кредиторов. Тем не менее, по словам руководителя фонда, процесс возмещения средств Сергею рискует затянуться еще. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Семен Семенов, Мирный, Якутск. Еще одна история с долгостроем и застройщиком-банкротом, но на этот раз со счастливым концом. Сегодня состоялось торжественное открытие первой в Якутске общеквартальной спортивно-детской площадки. Площадку реконструировали на территории 69-го квартала по улице Каландарашвили, и теперь здесь есть целый городок для юных горожан. Подробнее расскажет наш корреспондент Валерия Наумова. 19 мая 2021 года здесь, на этом месте, началось строительство детской площадки. И вот, спустя всего лишь 1,5 месяца на этом месте красуется пространство площадью 1000 квадратных метров, где дети могут прокатиться с горок, желающие могут заняться спортом. Но если вы просто хотите провести время на свежем воздухе, вы можете расположиться на лавочках. Этот многоэтажный жилой дом и всю придворовую территорию достроили Якутпромстрой. Они взяли объект, брошенный застройщиком, который объявил себя банкротом. Тогда по проекту 2012 года здесь предполагалась небольшая стандартная придомовая детская площадка. В Министерстве строительства предложили рассмотреть вопрос об устройстве пространства для всего квартала. Администрация города идею поддержала. Администрация города пошла навстречу, вышло распоряжение о том, что на этой площадке можно, эту площадку нам передали под благоустройство. И мы здесь выполнили строительно-монтажные работы. Здесь очень хорошее основание выполнено, вложено 7 миллионов рублей, установлены все малые формы, которые были запроектированы. Проект мы согласовали с округом. Округ тоже пошел навстречу, потому что у них здесь были спортивные снаряды, которые им передал фонд будущих поколений, которые у них были на балансе, они тоже за них переживали. Вот. Но, тем не менее, площадка получилась хорошая. В ее строительстве также принимали участие команда молодежки Общероссийского народного фронта. В рамках всероссийской акции «Безопасное детство» они проводят мониторинг детских площадок Якутска и уверены, что контролировать одно большое качественное пространство гораздо проще, да и населению так будет удобнее. Мы видим, что застройщик предлагает создание квартальных площадок. Такой появился проект, который объединяет в себе весь квартал. И самое главное, что эта площадка строится за счет застройщика. И тем самым возможность появляется убрать те небезопасные площадки, сделать одну большую квартальную, где самое главное скапливается большое количество детей, взрослых, подростков. И теперь активисты ОНФ подготавливают предложение для мэрии Якутска о том, чтобы совместно разработать механизм создания именно таких общеквартальных площадок. Однако появляется вопрос о том, кто будет их брать на баланс. Что касается именно этой площадки в 69-м квартале, то вопрос остается открытым. Валерия Наумова, Григорий Хлопков, Якутск. В Нерюнгринском районе растет число преступлений, совершенных мошенниками. Поэтому проходит очередная профилактическая акция «Внимание, мошенники» в районе. В ней приняли участие сотрудники патрульно-постовой и дорожной служб полиции. Продолжит тему Екатерина Павлова. Стражи правопорядка вновь вышли на улицы, чтобы напомнить нерюнгринцам правила личной безопасности, раздать листовки, устно предупредить о звонках с неизвестных номеров, о выдуманных злоумышленниками компенсациях и выплатах, об осторожности при покупке товаров в сети интернет. Будьте бдительны, не давайте себя обмануть, не отвечайте на незнакомые телефонные номера, не переходите по незнакомым
ссылкам, которые вам скидывают. Некоторые граждане не пренебрегают советами правоохранителей и внимательно читают информацию по противодействию мошенничества, прописанную на листовках. Звонили, попадалось, спрашивали номер карточки, все. Никому не верьте. Отправляйте или отключайте, вообще не разговаривайте. Вот и все. И никакие мошенники вам не страшны. Тем не менее, жертв мошенников не становится меньше. По статистике на сегодняшний день уже зарегистрировано 70 преступлений, и ущерб составляет около 11 миллионов рублей. Не переходите по неизвестным ссылкам, не перезванивайте по сомнительным номерам, не сообщайте никому свои пароли от интернет-банка и коды из СМС при проведении операций, перепроверяйте информацию, берегите себя и свои финансы. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Якутским фермерам могут разрешить продавать продукты на своих участках. Правительство России внесло в Госдуму соответствующий законопроект. Документ предполагает, что товар можно будет продавать не только на рынках, ярмарках и в магазинах, но и на собственном участке, установив нестационарный торговый объект. Такими объектами могут быть пристройки к дому, киоски, либо столы с навесами. Отметим, что сейчас фермеры и сельхозкооперативы не имеют права продавать свою продукцию непосредственно на участках, так как это земли сельскохозяйственного назначения. А вот кому точно может пойти на пользу принятие данного закона, это владельцам личного подсобного хозяйства из Ленска, супругам Константину и Наталье Тихониным. Они вот уже несколько лет занимаются разведением разного птиц, скота и производят вкуснейший сыр, йогурт, кефир, сметану и сливки. В гостях у городских фермеров побывала Анна Кожевникова. Сыр по итальянским технологиям в домашних условиях изготавливает ленчанка Наталья Тихонина. Личное подсобное хозяйство супруги Тихонины содержит уже 6 лет, а сыр начали изготавливать еще раньше. Ну, сыром я начала заниматься еще, говорю, когда у меня еще коров не было. Это уже, наверное, лет 7 с лишним. Ну, варю я вот такие головки 3-килограммовые, 3-4 килограмма, ну, раза 4 в неделю. Ну, вот в прошлом году за 1,5 месяца я сварила 160 килограмм. Маздам, адыгейский, моцарелла, сыр для жарки халуми, азиага, италика, монтазио. Вот такое разнообразие сыров представлено у Натальи. И те, кто однажды попробовал ее продукцию, уже не приобретают в магазине подобный товар. Разнообразие молочных и мясных товаров вообще не хуже, чем в столичных супермаркетах. Ну, очень всегда вкусно. Больше мы считаем, что вот я довольна, что я знакома с ее трудом, и наша семья, она уже не представляет вот свой рацион без ее продуктов. Молоко, йогурт, кефир, сметана, сливки, яйца, мясо птицы и крупнорогатого скота. Семья Тихониных давно уже питается с собственного подворья и снабжает вкусной домашней продукцией всех друзей и знакомых. Но труд это нелегкий. Содержать 5 коров, несколько телят, свиней, кур, уток, индюков не каждому под силу. Ведь это круглосуточная и круглогодичная работа. Самая большая моя поддержка – это моя семья, мой муж, который все мои затеи поддерживает. И вообще ему благодарна очень. Ну и вот старшая дочь им как бы нет, они помогали, потом сказали нет, мы не хотим. А средний сыночек, да, вот он прям мой помощник в этом году вот особенно. Там все помогает. И пасет, вот он уже 3-й год пасет коров. Так общими силами и справляется семья Тихониных. И благодаря сплоченности, трудолюбию, ответственному подходу к выполнению обязанностей, которые распределены на всех членов семьи, рождается качественная молочная и мясная продукция, которую полюбили ленчане. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. 15 июля в России отмечается День гинеколога, праздник врачей, которые следят за женским здоровьем. Гинекологическое отделение Республиканской больницы номер 2 единственное в Якутии для оказания специализированной плановой и экстренной медицинской помощи женщинам с патологиями. О том, как проходит день в отделении экстренной гинекологии, выясняла наш корреспондент Надежда Саханская. Очередной день в экстренном отделении начинается с утренней операции. Впрочем, здесь это не редкость. Скорее, напротив, одна из главных задач медиков экстренного гинекологического отделения. У нас сегодня планируется операция. Женщина поступила к нам в экстренном порядке с кровотечением
41 год. Планируется объемная операция, лапаротомия, разрез живота и ампутация матки с маточными трубами. Вот такой объем у нас сегодня. Операция по удалению матки сильно влияет на дальнейшую жизнь женщины. Появление подобных патологий, связанных с женским здоровьем, может зависеть от самых разных причин. Факторов может быть множество. Конечно, это какие-то гормональные сбои свои, да, какие-то анамнезы, я имею в виду, жизненные. Сколько раз она рожала, какие у нее там какие-то патологии есть сопутствующие. Все это, конечно, тоже влияет. Фраза «если ничего не беспокоит, то зачем ходить по врачам» постепенно отходит на задний план. В последнее время, по словам врачей, женщины стали более сознательно подходить к вопросам собственного здоровья. Все-таки с каждым годом население становится здоровее, женское население, потому что женщины все-таки следят за собой, стараются следить за своим здоровьем. И поэтому сказать, что совсем наше женское население страдает, то такое сказать невозможно. Все-таки есть уменьшение. Ну и, может быть, и усилилась диагностическая помощь, диагностические обследования. Женщины раньше обследуются своевременно, ну и своевременно могут оказать им помощь, что планово, что и экстренно. Отзывчивость, терпение и доброта, а также умение сострадать и сопереживать – именно те качества, которыми обладает гинеколог, специалист, стоящий на страже женского здоровья. В ежедневной практике врачи умело сочетают накопленный опыт и современные технологии, благодаря чему удается оказывать медицинскую помощь на высоком уровне. Поступила в гинекологическое отделение с маточным кровотечением. Мне оказали первую медицинскую помощь. Я, конечно, очень благодарна врачам, медсестрам, всем тут и санитарам, всем сотрудникам отделения, что они как тут за нами ухаживают. Большое спасибо им за то, что они нас тут лечат, оказывают помощь. Сегодня, кажется, праздник, День гинеколога. Я бы хотела от души поздравить гинекологов, всех гинекологов, пожелать им творческих успехов, здоровья, главное, чтобы не болели. Все мы женщины, так что все мы мамы, все мы рожали детей, попадали в руки гинекологов. Им огромное, большое человеческое спасибо. Благодарить врачей за их ежедневный труд – одно из негласных правил хорошего тона. Однако, согласно профессиональной примете, медикам нельзя желать спокойного дежурства. Поэтому пусть Всероссийский день гинеколога в отделении пройдет как обычно. В беспрестанной работе по спасению здоровья прекрасной половины человечества. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Якутск. В Якутске состоялось итоговое заседание Организационного комитета 21-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары». Участие в мероприятии приняли представители всех ведомств, структур и организаций, которые были задействованы в подготовке и проведении соревнований. Представители оргкомитета отметили, что, несмотря на эпидемиологическую обстановку и другие обстоятельства, спартакиада прошла на высоком уровне. Напомним, игры Манчары состоялись в селе Бердигистях Горного района с 7 по 11 июля. Участие в комплексных соревнованиях приняли более 1500 спортсменов, которые разыграли 181 комплект наград по 11 видам спорта. Вы смотрели итоги дня. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.